Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Ежегодно леса Якутии подвергаются серьезному испытанию лесными пожарами. Наш разговор сегодня пойдет о том, что же становится причиной лесных пожаров и кто в них виноват. Гостья в студии Александра Шибина, заместитель якутского природоохранного прокурора республики, советник юстиции, кандидат юридических наук. Александра Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с сути. В чем же у нас все-таки, почему возникают природные пожары в лесах? Одной из основных причин природных пожаров в Якутии являются сухие грозы. На втором месте идет неосторожное обращение с огнем, где у нас присутствует человеческий фактор. В текущем пожароопасном сезоне установлено таких 65 фактов по причине неосторожного обращения с огнем. Также являются одним из основных факторов возникновения природных пожаров – это ненадлежащее обслуживание линий электропередач эксплуатирующими организациями. И также имеются факты возникновения пожаров в результате самовозгорания, то есть так называемый эффект линзы, когда брошенные стеклянные банки, стекло, мусор, фольга в результате воздействия солнечных лучей происходит возгорание. И таких у нас 3 факта в этом году. За этот год 3 факта? Да. Ну, то есть это все равно косвенная человеческая вина? Да. Тогда давайте все-таки обсудим вину человека. Какие еще действия людей в лесах приводят к лесным пожарам? Ну, основной причиной это является курение, когда граждане, находящиеся в лесном массиве, проявляют неосторожность и беспечность и выбрасывают окурки, где в результате происходят пожары. Также это использование ненадлежащих транспортных средств, которые, например, не снабжены специальными искрогасителями. В основном это сложная транспортная техника, специализированная, например, трактора. Вот такие тоже у нас факты имеются. Также граждане используют самодельные печи, ненадлежащие проводят сжигание порубочных остатков, сжигание травы, то есть так называемые сельскохозяйственные палы. Также имелись факты возникновения пожаров в результате сжигания трупов животных сотрудниками ветеринарных служб. Ну, вот такие бывают даже факты. И, конечно, один из самых основных – это массовые выезды на природу и не соблюдение, я думаю, пожарной безопасности, именно мангалы, костры и так далее. Да, то есть высыпание золы, недотушенные костры и ненадлежащее обращение с огнем. А какова вообще длительность в республике пожароопасного периода? Ну, как правило, за последние 3 года, если проанализировать, то пожароопасный сезон у нас начинается с начала мая и заканчивается в конце сентября. Ну, бывают и подвижки. Да, Раньше. то есть в зависимости от лесопожарной обстановки, от снежного покрова, от погодных условий. То есть каждый год устанавливается, исходя из конкретных обстоятельств. А если позволяют данные, в этом году с какого числа начался С пожароопасный? 12 мая в большей части республики был введен лесопожарный сезон. Ну, предлагаю остановиться еще на обязанностях граждан. Вот какие у них в сфере пожарной безопасности есть обязанности? Обязанности, конечно же, это запрет на разжигание костров, на сжигание сухой растительности, в том числе в лесу, так и в своих приусадебных участках, которые прилегают к лесу, либо каким-то образом могут эти пожары перекинуться на лесной массив. То есть граждане должны соблюдать первые требования противопожарной безопасности, запрет на разжигание также в неустановленных местах различных костров с целью приготовления пищи, высыпание золы и использование различной техники, как я уже сказала, которая не отвечает требованиям безопасности. Заправка транспортных средств вблизи лесного массива, также выбрасывание тряпок, промасленных, ветошей, которые являются тоже источником возникновения природных пожаров. То есть горючие материалы какие-то обрабатывались там гражданами, проверялось масло в двигателе, и в итоге эта тряпка оказалась в лесу. И, естественно, при воздействии солнечных лучей происходит лесной пожар. Естественно, это недопустимо, и граждане должны это понимать и прежде всего быть ответственными, поскольку это очень серьезные траты и влечет негативные последствия каждый лесной пожар как на экологический,
такую составляющую, так и на экономическую, поскольку огромные средства выделяются. У нас ежегодно более 2,5 миллиардов рублей расходуется на тушение лесных пожаров и охрану. Александра Валерьевна, я предлагаю еще остановиться на теме сельхозпалов. Вот как с точки зрения закона регулируется сам этот процесс, и какие могут быть штрафы, и самое главное, какие последствия сельхозпалов? Сельскохозяйственные палы, они у нас запрещены на территории Российской Федерации, но многие граждане у нас продолжают думать о том, что сельскохозяйственные палы – это полезное мероприятие, и оно нужное для проведения ежегодно этих работ. То есть есть убежденная категория населения, которую мы пытаемся постоянно переубеждать, доказывая, приводим научные исследования Россельхознадзора, которые четко сказали о том, что сельхозпалы вредны. Во-первых, сжигается полезный слой почвы, во-вторых, качество травостоя ухудшается. То есть для использования в целях кормов для животных такие травы потом являются непригодными, то есть они наиболее низковитаминные и не удовлетворяют основные потребности животных. И также при сжигании травы сжигается полезный слой почвы биогумус, в результате которого почва не насыщается кислородом. То есть это все запрещено. Относительно ответственности, конечно, установлена административная ответственность. И если сельскохозяйственный пал привел к возникновению лесного пожара, то, естественно, на такого гражданина будет инициирована проверка в отношении него, будет решаться вопрос о возмещении затрат, связанных с тушением природного пожара, возникшего по вине этого гражданина, проводящего сельскохозяйственный пал. Также административная ответственность в обязательном порядке, в зависимости от категории субъектов, это либо гражданин, либо должностное лицо, либо юридическое лицо. Ответственность варьируется от 1500 до 1,5 миллиона рублей. То есть установлено 3 состава административных. Это 8.32, 20.4 и 20.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также, если ущерб лесному фонду составил свыше 10 тысяч рублей, то это однозначно уголовная ответственность по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, где ответственность максимальная до 10 лет лишения свободы. И также не нужно забывать о гражданско-правовой ответственности, то есть все затраты, которые государство понесло на тушение лесного пожара или природного пожара, они подлежат возмещению с виновника. То есть такие факты у нас тоже есть. То есть по каждому уголовному делу в обязательном порядке предъявляется прокурорам иск о возмещении затрат на тушение, о возмещении экологического ущерба, причиненного лесному фонду. Александра Валерьевна, в заключение вот темы сельхозпала, как те граждане, которые его проводят, они определяют, что вот на этих землях можно их проводить? Она у них в собственности находится? На любом праве собственность, аренда, пожизненно наследуемое владение, какое бы право ни было, сельхозпалы запрещены везде, в любом месте Российской Федерации. То есть независимо от права собственности и различных правомочий правообладателей, он не может осуществлять сельскохозяйственный пал, будь то товаропроизводитель, обычный гражданин, дачник. То есть любые сельскохозяйственные палы, они запрещены федеральным законодательством. Все, понятно. А к ответственности удается привлекать нарушителей? И какие суммы вот, максимально, вот, которые Конечно, вы к помните? ответственности всегда привлекаются виновники. Для этого у нас работают сотрудники МЧС, сотрудники инспекции государственного экологического надзора, то есть проводится расследование, доследственная проверка. И если ущерб лесному фонду меньше 10 тысяч рублей, то это административная ответственность, как я уже сказала, по 3 составам, и штрафы варьируются от 1500 до 1,5 миллиона рублей. А если это уголовная ответственность, то она варьируется тоже в имущественном эквиваленте до 1 миллиона рублей, и также максимальная ответственность – это лишение свободы до 10 лет. Александра Валерьевна, а если не секрет, приоткройте завесу тайны, как вот природоохранные прокуроры выявляют, кто виноват в лесном пожаре?
Ну, Что это у именно нас- человеческий фактор? Да, у нас есть камеры видеонаблюдения, которые установлены в лесном массиве. Также в обязательном порядке используются беспилотные летательные аппараты, которые фиксируют факт возникновения природных пожаров. Также у нас выставлены блокпосты, шлагбаумы, на которых работают сотрудники Якутлесресурса, лесничеств, сотрудники полиции, МЧС, которые фиксируют каждого, кто заходит у нас в лесной массив. Тем более у нас 3 июля введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального уровня, и 10 июля введен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального уровня, то есть объединены 2 региона, это Республика Саха-Якутия и Хабаровский край. То есть это предполагает полный запрет на вхождение в лесной массив, то есть запрет гражданам на любые цели и транспортных средств не должно быть в лесном массиве, кроме работников лесопожарных формирований, кроме правоохранительных органов, которые участвуют в мероприятиях по охране лесов от пожаров, и специализированных лесопожарных служб, которые работают в рамках исполнения госзадания по охране лесов от пожаров, которые прокладывают минерализованные полосы, очищают лесные дороги, благоустраивают водные водоемы для целей пожаротушения. В том числе это и рекреационные специально отведенные места, да? Да, то есть где затрагивается лесной массив, различные купания, рыбалки, охоты, все запрещено, если это территория лесного фонда. Александра Валерьевна, в заключение, у вас сегодня есть возможность обратиться, я думаю, к жителям Якутии с призывом не становиться виновными в лесном пожаре. Да, хотелось бы обратиться к нашим гражданам республики и обратить особое внимание на необходимость соблюдения всех запретов и ограничений, которые установлены у нас сейчас. Это сейчас идет самый разгар пожароопасного сезона, очень сложная обстановка, количество природных пожаров каждый день увеличивается, очень сложная нагрузка на работников противопожарных служб, поэтому будьте предельно внимательны, не становитесь виновниками лесных пожаров, поскольку это влечет негативные последствия непосредственно и для граждан, виновных в лесных пожарах, так и для государства, поскольку колоссальные средства расходуются на тушение, на доставление людей к месту пожара, поскольку у нас территория республики огромная, поэтому очень затратны эти все мероприятия по охране лесов от пожаров. Поэтому огромная просьба, если вы находитесь вблизи лесного массива, воздержитесь от курения, от разведения костров, от выжигания растительности на участках. Если вы являетесь владельцем каких-то земельных участков, то вы тоже должны обеспечивать защиту лесов от пожаров, то есть обеспечить противопожарный разрыв, если ваш участок в непосредственной близости от лесного массива. То есть вы должны очистить так называемую минерализованную полосу шириной 10 метров. Александра Валерьевна, спасибо за столь содержательный разговор. Уверен, что благодаря вашей работе, в частности, лесных пожаров у нас станет меньше. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч!